Канал Тамыр презентует свой сериал, который все каникулы радовал зрителей. «Гора новостей» отправилась на его показ в Родину, чтобы узнать историю 12-летнего мальчика Артура. В Уфе в кинотеатре «Родина» проходит презентация сериала «Не игрушка» производства телеканала «Тамыр». До этого он шел по главному каналу республики в новогодние каникулы. На показе собрались актеры, режиссеры, продюсеры, все, кто занимался созданием сериала, а также те, кто пришел просто посмотреть и поддержать юных артистов. Розалия, расскажи про свою роль. Моего персонажа зовут Наркас. Хоть она себя так плохо выражает при друзьях, при каком-либо человеке, но ее, самое главное, дома обижают, потому что, скажем так, ее отец и мать не любят. Каждый раз обращает внимание только на ее сестру. Ее это обижает, и, конечно, она старается сделать так, чтобы ее заметили. Главная мысль этого сериала заключается в том, чтобы осветить проблемы, с которыми сталкиваются все. Главный герой – это Артур, мальчик 12 лет. Он и его друзья, несмотря на все преграды, помогут друг другу и не оставят в беде. Артур решается помочь своему дедушке вернуть родной дом, и зрители с интересом ждут развития событий. Как ты думаешь, почему важно освещать тему подростковых проблем? Чтобы родители этих подростков смотрели эти фильмы или даже какие-нибудь посты, смотрели и понимали, что детям нужна и поддержка, и понимание. Как ты думаешь, в чем ты похож или наоборот не похож со своим персонажем? Я думаю, что я во всем похож на своего персонажа, потому что у меня такое же в жизни было, и я сам себе помогал, сам и с друзьями решал свои проблемы. Не думаю, что это прям как мой персонаж, но я смог сыграть эту роль. Дети не игрушка. От этого и произошло название, ведь семья – это самое первое и важное для любого человека. В сериале кто-то из многодетной семьи, кто-то потерял мать и живет только с отцом, кто-то единственный ребенок в семье и страдает от недостатка внимания. На личном опыте ребята понимают, что без семьи никуда. В сериале «Не игрушка» каждый может найти себя, как в хорошем, так и в плохом смысле. Но это и плюс, ведь поднимаются очень важные темы. Побольше бы снимали таких сериалов. Ульяна Элистанова, Эдуард Якушев специально для «Горы новостей».